Добрый день! Вы смотрите передачу «Акцент». С вами Вера Макарова. От сувенирных изделий до металлообработки. Что сегодня производят за колючей проволокой? Об этом мы поговорим с начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Саха-Якутия, полковником внутренней службы Владиславом Дзюба. Владислав Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Вера Ивановна. Владислав Владимирович Дзюба родился в 1975 году в Иркутской области. В 1997 году окончил Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище. В 2008 году завершил обучение в Академии права и управления ФСИН России. С июня 2002 года проходил службу на различных должностях уголовно-исполнительной системы Иркутской и Сахалинской областей. С июня 2009 года на должности заместителя начальника УФСИН России по Сахалинской области. В 2014 году назначен начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Саха-Якутия, полковник внутренней службы. Как известно, в исправительных колониях имеется свое производство. Расскажите, пожалуйста, как оно организовано, какие стоят цели и чем сегодня представлена производственная база ваших учреждений? Ну, прежде всего, как я начну отвечать на вопросы, хочу сказать большое спасибо за приглашение в программу. То, что медиасообщество интересуется нашими пенитенциарными учреждениями и работой наших учреждений в целом. Ну, работа производственного сектора наших учреждений строится следующим образом: на основании уголовно-исполнительного законодательства. Это прежде всего дает право осужденным заниматься полезным трудом, приобретать навыки трудового обучения, которые они проходят в наших учреждениях, в производственных училищах, закреплять их, зарабатывать денежные средства, которые потом идут на погашение исков, моральных всех ущербов, которые им присуждены судом, и, соответственно, погашать расходы на питание и вещевое имущество федеральному бюджету, соответственно. Сектор производственный представлен, как вы уже сказали, начиная с металлообработки, сувенирных изделий, швейных изделий, производства строительных материалов, вещевого имущества для личного состава и спецконтингента наших учреждений. В целом, за 9 месяцев 2017 года нашими предприятиями уголовно-исполнительной системы было заработано порядка 60 миллионов рублей в общем объеме производства. Чистая прибыль за 9 месяцев составила 18,8 миллиона рублей, что позволит также увеличивать производственные мощности и расширять производство. Самые основные вопросы и развивающиеся позиции пенитенциарного производства заключаются в деревообработке, изготовлении швейных изделий. Это полностью выполнение государственного заказа для учреждений нашего сектора производства, для, как я уже сказал, для спецконтингента и для личного состава, форменное обмундирование. Также развивается животноводство, это свинопоголовье. У нас в данный момент за 9 месяцев были подведены итоги: 550 голов свиней в учреждениях имеется. Птица, куры-несушки, оборот составил за год 3200 голов. С учетом выбраковки и всех мероприятий по заготовке мяса на конец октября этого года составил 2200 голов кур-несушек. Вот этот вопрос развития животноводства помог нам для самообеспечения заготовить в валовом продукте мяса 8 тонн и 15 тысяч штук яиц. Также присутствует растениеводство во всех учреждениях. Это закрытого грунта, тепличное хозяйство, выращивание огурцов, помидор и открытого грунта, картофеля. Мы начали в этом году более так расширенно и обращать внимание на выпуск для собственного производства, также собственного потребления, который идет в пищу осужденным,
картофель и овощи непосредственно. Может, ага. А вот какая работа проводится по расширению производственных возможностей? По расширению производственных возможностей, вот как я уже сказал, заработанные денежные средства по концу года, они распределяются в соответствии с распоряжением ФСИН России. 55% заработанных денежных средств идет на ввоз производства, это расширение производственной базы, обмен устаревшего оборудования на новое оборудование, это швейное производство, также были приобретены в 6-ю колонию для нужд учреждения и развития в 3-й колонии и в 6-й колонии лесозаготовки и карьера, трактор был приобретен. Также были приобретены линии по изготовлению камня бетонного в 7-ю колонию. Линия полностью была обновлена и модернизирована, что позволило обеспечить более эффективный и бесперебойный выпуск продукции для нужд республики, которые используются на стройках республики и для собственных нужд в учреждениях. А могли вот поподробнее рассказать о профессиональной подготовке осужденных? Какие специальности получают они сегодня и какая работа ведется по расширению перечня получаемых профессий? Профессиональная подготовка в наших учреждениях обеспечивается 2 производственными училищами, 317 и 318 училищем. Подготовка осужденных по различным специальностям ведется. Все специальности, они сертифицированы и имеют квалификации, и после прохождения обучения осужденные получают дипломы и удостоверения о прохождении специальностей стандартного государственного образца, что позволяет осужденным непосредственно участвовать в трудовом процессе как в наших учреждениях, так и после освобождения, соответственно, быть востребованными на рынке труда в республике. Это такие специальности, как столяр строительный, рамщик, швея, бетонщик, портной, слесарь-сантехник, слесарь по ремонту автомобильной техники, машинисты трелевочных машин. Также у нас на собственном производстве имеются котельные силовые установки, на которые также происходит обучение. Также идет привлечение и сторонних учебных организаций. Это и в городе Ленский техникум также принимает участие в образовательном процессе. И, соответственно, учебно-курсовой комбинат ЖКХ города Якутска. Ну вот со сторонними организациями, соответственно, у нас работа происходит при помощи принятой программы в республике с республиканской программы, которая обеспечивает поддержку уголовно-исполнительной системы республики и способствует социальной адаптации и реабилитации осужденных при освобождении из наших учреждений. Вот если проводить аналогии, да, с советским периодом, чем отличается процесс организации труда осужденных сегодня? Основным нюансом в периодах социалистического и развития сейчас пенитенциарной системы заключается в том, что исправительно-трудовые лагеря, как они назывались в советский период, было стопроцентное использование трудовой силы исправительно-трудовых лагерей. В исправительных трудовых лагерях раньше были обеспечены стопроцентным государственным заказом. Вы прекрасно знаете, что все осужденные во всех учреждениях социалистического лагеря, они применялись на всех социалистических стройках. От строительства городов до строительства ГЭС, ГРЭС и коммунально-бытовых объектов. В данный момент вопросы производственного сектора заключаются в конкурентоспособности и изыскании рынков сбыта, произведенных на нашем производстве. И в процессе всех вот этих изменений мы являемся как коммерческая организация, приходится изыскивать также заказы и быть конкурентоспособными на рынке выпускаемой продукции. Владислав Владимирович, спасибо вам за ответы.
за то, что участвовали в нашей передаче. Вы смотрели передачу «Акцент». До следующей встречи.